Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Сегодня у нас очередной выпуск новостей. Начну я с новостей, которые, казалось бы, никак не связаны. Но на самом деле это новости одного порядка. Речь в них идет об одном и том же. О том, как в Республике Саха под видом развития инноваций и детского спорта бюджетные и казенные деньги превращаются в алкоголь. Давайте посмотрим. Прокуратура выяснила, что Фонд развития инноваций Республики Саха закупил алкоголя на 353 505 рублей. Официально, через бухгалтерию, то есть из бюджетных денег. В прокуратуре назвали это нецелевым расходованием казенных средств. Такие закупки делались и при прошлом руководителе Василии Ефимове, и при его преемнице Вере Птицыной. Как отмечают журналисты, вероятно, фонд отмечал успехи в деле развития инноваций. Правда, республика этих успехов что-то не увидела. Получается, что деньги, вот эти 353 тысячи рублей, были потрачены не втихаря, не за наличку был куплен алкоголь и не для представительских нужд, а через бухгалтерию с проведением по документов. Здесь мы видим, что деньги, предназначенные на поддержку инноваций и развитие технологий, были потрачены на покупку спиртного. Вероятно, инновации в тот момент нуждались в моральной поддержке. Эта история важна не только цифрами. Она важна тем, что показывает в отдельных государственных структурах трату бюджетных средств на алкоголь даже не считают чем-то позорным. Это уже стало внутренней нормой. Бухгалтерия, похоже, воспринимает спиртное как, к примеру, тот же картридж для принтера. Это очень нужная вещь в хозяйстве. Вторая история куда громче, потому что она связана с детским спортом. Управление Минюста по Республике Саха выяснило, что сотрудники Международного комитета «Дети Азии» под руководством Владимира Максимова закупали алкоголь в разных странах мира, используя средства, выделенные на развитие детского спорта. Объемы поражают. 444 тысячи рублей, 1,5 миллиона узбекских сум, 67 тысяч тенге, 29 тысяч бат, 12 850 индийских рупий, почти 2000 катарских реалов, 4170 киргизских сом и даже 18 долларов США. По сути, это каталог мировых валют. Но цель у этого каталога одна – покупка алкоголя за казенный счет. Минюст прямо назвал такие траты нецелевым расходованием средств. Хотя если посмотреть по масштабу, такое ощущение, что люди решили собрать международную коллекцию алкоголя или чеков. И это лишь часть картины. Проверка выявила и еще одну. Организация получала деньги от иностранных делегаций – Бангладеш и Южной Кореи на общую сумму 468 576 рублей. Эти поступления были отражены в кассовой книге, но в годовом отчете значится, что никаких иностранных средств организация не получала. Тут либо отчеты недостоверны, либо кассовая книга – фикция. Третьего, как говорится, не дано. И если это не единичные случаи, то остается только гадать, от каких еще стран приходили средства, которые не попали в отчеты. Добавим сюда еще один факт. За последние 5 лет АНО «Дети Азии» показала убытки более чем на 150 миллионов рублей. На фоне таких цифр деньги, потраченные на алкоголь, уже не выглядят случайностью. Скорее, это часть системного управленческого коллапса. Если организация постоянно в минусе, то попытка подбодрить себя спиртным выглядит почти закономерно. Следующая новость – это новость из категории «Тревожный сигнал для власти». Тревожный сигнал – это сигнал, который вообще является на самом деле хронической болью города нашего Якутска. Это прорывы канализации. В конце ноября мы уже говорили, что при морозах в 30 градусов трубы лопаются, и из них фонтаном бьют фекальные стоки, которые тут же превращаются в ледяные наросты. Давайте мы эту новость посмотрим.
На градуснике минус 30 трубы ожидаемо лопаются, из них фонтаном бьют фекалии, которые моментально замерзают. И вот по такому мы вынуждены ходить и ездить. Потекла туда, потекла. Все она туда течет. Журчат ручьи называется. Саха расцвела коричневым цветом при Айсене Николаеве. С тех пор прошло почти 2 недели, ситуация не просто не улучшилась, она стала повсеместной. Сегодня по всему городу одно и то же. Новые прорывы, новые участки дорог и тротуаров, по которым людям вообще невозможно ходить, и машинам невозможно проехать. Квест, не наступив в дерьмо, извините меня, да, давно уже стал городским зимним спортом. И это уже не точечные аварии, это системный коллапс инфраструктуры. Почему так происходит? Северный город обязан быть готов к морозам. Если трубы разрывает при каждом похолодании, это означает только одно: сети изношены, нет своевременной замены сетей и происходит аварийное реагирование вместо плановой профилактики. Но и, конечно же, не стоит забывать, что коммунальная сфера испытывает хроническое недофинансирование. Коммунальщики, по сути, работают как пожарные. Они ликвидируют последствия. Главный вопрос не решается, потому что корень, да, этой проблемы в состоянии сетей. Коммунальщики латают отверстия, а рядом уже готовится, грубо говоря, следующий. Да. И что самое опасное в этой ситуации, это становится нормой, это уже стало нормой. Потому что горожане уже не удивляются, они снимают видео, выкладывают в сети и идут дальше. Они вот к таким, извините, фекальным прорывам уже привыкли. А между прочим, чем холоднее становится, тем становится опаснее. То, что якутские власти списывают все на погоду, на климат, на морозы, это слишком простое оправдание. Городская инфраструктура давно работает у нас на последнем издыхании. Следующая новость у нас про многострадальный Ленский мост, вообще про группу ВИЗ. Вообще это история, в которой вопросов все больше, а ответов все меньше. Речь идет, да, вот о Ленском мосте, который уже много лет остается проектом мечты, символом инфраструктурного прорыва. Видите, как у нас часто звучит сегодня слово «прорыв», да, но вот если говорить о Ленском мосте, то его до сих пор нет. Зато все остальное есть. Смена стоимости, разночтение в цифрах, расхождение оценок и отсутствие прозрачности. Давайте посмотрим новость об этом. Министр транспорта Республики Саха Владимир Сивцев отчитался в Ил-Тумеэне о реализации проекта строительства моста через реку Лена. При этом сам мост еще не построен, не считая одной опоры за 5 лет, но власти уже утвердили тарифы на проезд. Легковые автомобили обещают пропускать бесплатно, а для коммерческого транспорта вводится плата. Для второй категории 1329 рублей, третьей 1778, четвертой 2856 рублей. Нас особенно возмущает то, что объект все еще находится на стадии строительства, но тарифы и финансовая модель уже сформированы. Люди задаются вопросом, почему обсуждение будущих доходов идет активнее, чем реальные темпы работ, и почему платить придется за то, чего они пока даже не видят и, возможно, не увидят. Ну что, построить мост пока не выходит, но распылить туман вокруг этого моста получается вообще отлично. Тарифы объявили, моста еще пока нет. То есть стоимость проезда по будущему мосту через Лену уже объявлена, по объекту, которого еще в природе не существует. Значит, по планам легковые автомобили будут ездить бесплатно. Коммерческий транспорт только за деньги. 1329 рублей для небольшого транспорта и для тяжелого 2856 рублей. Формально вообще ничего необычного в этих ценах, но в якутской ситуации это выглядит иначе. Тарифы объявили раньше, чем появились ясные данные о том, сколько реально стоит сам объект. Это примерно так же звучит, как объявить цену на билеты фильма, который еще не снят, с актерами, которых еще не выбрали. И вот здесь, между прочим, начинается самое интересное.
Если наблюдать за цифрами, которые озвучивает правительство Республики Саха, создается впечатление, что стоимость мегапроекта определяется настроением чиновников. Месяц назад объявляли цифру 174 миллиарда рублей, потом 130 миллиардов рублей, потом 131 миллиард рублей. Похоже, стоимость моста меняется быстрее, чем погода в Якутске. Сколько же реально было вложено? По данным правительства Республики Саха, вложено 11,8 миллиардов рублей. Из них 9,53 – это доля республики, а 1,3 миллиарда – доля федерации, около 970 миллионов – доля частного инвестора. Если кто-то найдет пропавшие 5 миллиардов, которые обещали ранее, просьба вернуть в бюджет. Там эти деньги очень ждут. Далее, значит, Счетная палата заявляет, что ГЧП стоит, государственное частное партнерство, да, строит дороже. Правительство отвечает, что ГЧП выгоднее. Кто прав, мы узнаем, когда увидим расчеты. Ну, если мы их еще увидим, при таком условии, да. Туман в расчетах и на социальные объекты. Ну, например, Арктический центр. Цифры тоже меняются. 18,5, 14,6 миллиардов, 15,4. Потом они заявили 23 миллиарда. Вот эти цифры меняются так часто, что уже скоро понадобится отдельный прогноз, насколько, допустим, в тот или иной день повысится стоимость строительства этого объекта. Ну и главный вывод, который можно сделать из этой новости: проезд по мосту уже просчитан, а вот стоимость самого моста нет. Мы знаем тарифы, но мы не знаем экономики этого моста. Мы слышим обещания, но мы не видим, что туда вложено, сколько туда вложено. И пока одни данные появляются только письменно, а другие только словесно, нам, простым людям, очень сложно понять, мы строим мегапроект или мы наблюдаем просто, как растут цены на этот мегапроект. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте это и другое видео. Очень скоро мы увидимся. Всем хорошей предстоящей рабочей недели. Спасибо.